Еўрарадыё.FM. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Трансляцыю з нашай студыі вы можете слухаць праз плеер на нашым сайце, а таксама глядзець у нашых сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, а таксама на нашым канале YouTube. Ва ўзаемаадносінах паміж Беларусью і Расіяй чарговыя эканамічныя непаразуменні, падатковыя манеўры, спыненне паставак нафтапрадуктаў і нават аўдыт стасункаў Беларусі і Расіі вырашае правесці Москва. Пра гэта мы сёння пагаворым з незалежным аналітыкам Сергеем Чалым. І прывітанне, Сергей. Ці ёсць адчуванне, што сапраўды намечаецца тэктанічны зрух? Бо, як я ўжо сказаў, праблемы чарговыя, праблемы кожны год адныя і тыя ж, да, але нейкім чынам вырашаюцца і ўсё вяртаецца да таго, да статуса кво, да, да я бы нейкай кропкі. Не сказал, что как бы те же самые проблемы на самом деле, да, потому что параметры того же налогового маневра были утверждены вот буквально только недавно, да, в конце лета. И хотя про его было ведомо довольно давно. Да, но основной это вопрос был. Он же по ходу дела менялся там в России очень несколько раз, да, и дизайн его, и сроки, и размер повышения этого налога на добычу полезных ископаемых и так далее. Вот. Ну и плюс претензии две же сейчас, кроме этого. Это размер реэкспорта нефтепродуктов, который, как считает Москва, фактически приводит к воровству таможенных пошлин на эту величину из их бюджета. И то, что механизм, который был придуман как компенсация цены за газ, вот это вот та самая перетаможка, да, из-за роста цены на нефть привело к тому, что эта компенсация, с их точки зрения, она уже превышает как бы те параметры, которые они хотели. Да, компенсирует больше, чем нужно. Ну и плюс у них же там и так, прямо скажем, бюджетная ситуация не очень хорошая. Вот, и деньги пытаются находить где угодно. Там уже протесты народные из-за повышения пенсионного возраста и все остальное. И буквально я вчера своими глазами смотрел по РБК передачу, посвященную процессу принятия российского бюджета на следующий год. Да, там с такими комментариями, знаешь, под бегущая строка, да, что-то в духе, типа, значит, там будет хорошо, но не сразу. Ну, в смысле, плохо, но недолго и так далее. Ну, то есть, в общем и целом ситуация там напряженная. Конечно, они хотят каким-то образом уменьшить то, что они считают, так сказать, нагрузкой для себя. То бок гаворка не ідзе пра такі вот канкрэтны развод, дзявочую фамілію, перагляд геапалітычнай ролі Беларусі на заходнім краі России, это просто, скажем часовые российские проблемы. Нет, вот как раз таки вот эти все разговоры о том, что давайте мы там поглотим, а давайте там еще какие-то геополитические там всякие разные глупости, это как раз история постоянная. Она идет примерно с 2014 года, когда, что называется, ребята, которые потеряли работу на украинском направлении, да, то есть, как-то столоваться где-то надо, и вот они пытаются ровно по тому же сценарию рассказывать сказки там про страшных там националистических молодчиков, который пригрел там у себя под крылом Макей, там, значит, под видом мягкой белорусизации, там, и вообще вы что хотите, чтобы было как на Майдане, ну и так далее, и так далее. Это все ребята, которые на самом деле не определяют политику никак, и это... То есть просто наслаивается, у них обострение случается именно тогда, когда возникают экономические претензии. Ну, эканамічныя прэтэнзіі у прынцыпе заўжды былі фундаментам палітычных зрухаў. То бок сёння ў нас такія часы, калі палітыка кіруецца і дыктуецца эканомікай збольшага. І калі Россия... Там, понимаешь, там бывает и так, а бывает и так. То есть у нас отношения очень разные. У нас бывает момент, когда идея, скажем, интеграции преобладает над экономическими издержками, а потом бывают моменты, когда экономические издержки давлеют над политическими выгодами. То есть вот сейчас именно второй такой момент. Гэта праз тыя цяжкасці, якія Россия адчувае. Адпаведна, калі цяжкасці будуць, скажем так, перманентнымі, набудуць такі пастаянны характар, калі Россия будзе працягваць курс на эканомію бюджэтных сродкаў, да, і будзе ўсё далей і далей шукаць
дзе ашчадзіць грошы, мы будзем адчуваць, то бок гэта не палітычна, але мы ўсё роўна будзем гэта адчуваць на сабе, і грошай у нас таксама будзе менш, на новыя крэдыты спадзявацца не будзе магчымасці, да, у там у Лукашэнкі, ва ўраду. Што тады, што далей будзе? Бо залежнасць, эканамічная залежнасць Беларусі ад Расіі відавочная, і она увеличивается постоянно. Пазыкі знешнія трэба аддаваць, да? Няўжо, не ведаю, Беларусь вернецца да перамоваў з МВФ, будзе чарговы раунд адлігі у стасунках з захадам, у разліку там размясціць чарговыя еўрабонды пад ніжэйшыя працэнты, там паказаць, што рызыка не такая ўж вялікая ўкладання грошай у Беларусь. Вось чым гэтае расійскае пахаладанне можа абгарнуцца для знешняй палітыкі Беларусі? Нет, сложный вопрос, на самом деле. Я, честно говоря, не очень верю в какое-то возобновление сотрудничества с МВФ по той простой причине, что, в принципе, на самом деле сейчас это можно было бы сделать, но первые комментарии, которые были сделаны на посту новым министром финансов Ермоловичем, да, еще даже без попытки поговорить с президентом, то есть без доклада, да, без визита к нему, да, где он сказал о том, что да, у нас, в общем-то, сотрудничество остановлено, потому что вот президент так считает. Да, то есть даже без попытки прийти и выяснить, а вдруг у президента там мнение поменялось, понимаешь? Потому что оно-то было остановлено весной прошлого года, как раз на волне того, что мы с Россией получали, значит, 1,5 миллиарда и плюс вот эти 400 миллионов ежегодно примерно в размере вот этой самой перетаможки. Да, и казалось, зачем нам теперь МВФ, когда тут условий никаких и все хорошо. То есть ситуация могла поменяться, но судя по всему, нет, вряд ли они будут даже пытаться президенту прийти. Тут такое ощущение, что, знаешь, как бы правительство обиделось на президента тогда, потому что все же было сделано. Действительно, ситуация была позорная. Оставалось только подписать сопроводительное письмо. Вот. И они, естественно, выглядели идиотами в этой ситуации. Я так понимаю, что они сейчас, то бишь правительство, ведут себя в духе. Александр Ильич, вам понадобится, вы и скажете, когда ситуация поменяется. А мы второй раз ходить не будем. Так что я не верю пока в отношении с МВФ. А с Россией, мне кажется, все-таки, как показывает... Так? Я про Россию. Про то, что как бы мы же по опыту всех предыдущих обострений знаем, что когда дело доходит до совсем уже важных вопросов, да, то в конечном счете все равно какие-то деньги находятся. То есть кредиты выдаются, да, то бишь хорошо мы жить не будем, но умереть как бы Россия никогда не давала. Потому что все-таки они считают, что, так сказать, издержки от дестабилизации обстановки здесь превышают те издержки, которые... Да, совершенно верно. Да. Добра, а калі вось разглядаць іншы вектор нашай знешняй палітыкі, кітайскі, ці можа Кітай замяніць Расію, Беларусі у плане эканамічнай падтрымкі, у плане інвестыцый, у прамысловасць, у новую прамысловасць, якая зараз ствараецца, да, замест, магчыма, тых гіганцкіх заводаў, на якія сыходзяць бюджэтныя грошы. Я чаму пытаюся... Там довольно дорогие кредиты даже связанные, они примерно 6 копейками процентов стоят. Это, в общем, в валюте не очень дешево, на самом деле. Это танней, чым Россия дае. Я так разумею, все ж таки, чым мы платим по тых кредитах нават, якія мы взяли. Там разные есть условия у российские. Там, значит, они же и в долларах давали, и в рублях в эквиваленте, и процентная ставка была и к Либору привязана. Но сейчас Либора нет, он прекратил свое существование. Да, сейчас они через облигации федерального займа рынок смотрят свой. То бишь, как бы примерно стоимость заимствований внутренняя примерно такова и у нас получается по этим внешним займам. В России там сейчас и так ситуация не очень хорошая. Они ставки поднимали для того, чтобы инфляцию остановить. То есть, короче, не самые сейчас благоприятные условия занимать у России, но, видимо, больше негде. Мы же видим, что дожили мы до того, что если раньше как бы бюджетных валютных поступлений хватало на то, чтобы хотя бы половину необходимой суммы на погашение внешнего долга ежегодно отдавать, да, потом это стало треть, сейчас это всего четверть, да, примерно по 3,5, там чуть больше, на несколько лет вперед. Нам нужны эти суммы, так что более 2 миллиардов, там 2-2,5 миллиарда каждый год нужно где-то находить, просто для того, чтобы
поддерживать тот самый уровень внутреннего спроса, который есть. С Китаем до этого момента не такие. Ну, так? Там же фокус в чем? Что они же не дают межгосударственные кредиты в тех объемах, которые нам нужны, а дают кредиты на там, реконструкцию, модернизацию каких-то производств, еще что-то, да, там, и строительство каких-то вещей. Но у нас же есть эта 3,5-миллиардная линия, которую мы до сих пор наполнить не можем. Потому что нет проектов, которые бы они готовы были финансировать в надежде на то, что мы потом эти деньги вернем. Угу. Так что, то есть... А ці може бути Китай скористаний у таким випадку, як, така карта, як погроза для Росії? Нет, там же на самом деле Россия сама сейчас... Може Лукашенко блефовать, маючи перемовы некие с Китаем? Нет, дело в том, что Россия же сама с Китаем сейчас его пытается использовать как противовес Западу, с которым у нее и санкции там и все. Да. Поэтому то есть если бы между Россией и Китаем были какие-то трения, возможно, мы могли бы его здесь использовать. Да, а так нет, то есть они же там тоже уже начинают довольно сильно зависеть от Китая. Там до сих пор не очень там работающий газопровод, и второй же сейчас еще делается, да, восточный маршрут в Китай по газу. Добра, калі не МВФ, дык магчыма Еўропа. Чарговы традыцыйны спосаб здабыць нейкія грошы, прычым у валюце гэта размясціць еўрабонды. Ці трэба нам чакаць нейкага чарговага раунда размяшчэння? И зноў жа вось... Про евробонды же отвечал тоже Ермолович. Он же говорил, что пока нет. Потому что и так они, в общем, в прошлом году, в начале этого года отдавали деньги. В прошлом году, соответственно, было размещение. Это не дивно, что треба отдавать. Нет, я имел в виду, там же в начале года был большой возврат предыдущего выпуска, и поэтому заранее размещалось новый выпуск облигаций. Грубо говоря, не такой большой сейчас к нашим бумагам интерес, чтобы можно было... То есть рынок неглубокий получается, да, то есть спрос-то на долги развивающихся стран есть, но мы как-то пока не очень на этом фоне смотримся. Я думаю, что скорее будут коммерческие займы, именно суверенные выпуски, но, видимо, в Китае и России. То бишь на площадках там Московской фондовой биржи и так далее, но именно коммерческие. То есть их будут покупать не суверен, то есть это будет не займ, не кредит, это будет именно, по сути, не евробонд, а китайскі бонд или еще что-то. Як прамежкавы вынік, вось гэтая часовая эканамічная складанасці ў беларускіх адносінах з Расіяй наўрад ці прывядуць да нейкага актывізацыі эканамічнага супрацоўніцтва з Еўропай і тым больш да палітычнага пацяплення. Самі сабой я маю на ўвазе наўпростую сувязь. С политикой с Европой же постоянные проблемы, да, то есть даже при всем желании, когда действуют какие-то там шаги в виде нормализации, как у нас это официально называется, да, эти отношения, то мы же потом видим, что все равно находятся какие-то очень творческие ребята из силовых органов, которые делают какие-то удивительные вещи, которые вызывают потом у всех просто удивление. Сергей, вымушаны перабіць цябе. Мы перапыняемся на навіны, на кароткую музычную паузу. Яшчэ одна вельмі вялікая тэма у нас ёсць. Гэта перамова паміж Александром Лукашенком і Владимиром Путиным, якія вось сёння, я думаю, прыкладна ў гэтыя хвіліны адбываюцца ў Сочы. Вернемся да яе праз кароткі перапынак. Не пераключайцеся, пачуемся праз некалькі хвілінаў.
Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Прэзідэнт В'етнама Чан Дай Куанг, які памёр у пятніцу на 62-м годзе жыцця, цярпеў рэдкае віруснае захворванне, якое не паддаецца лекамі з сучаснай медыцыны. Пра гэта паведаміў Нгуен Кок Чьеў, кіраўнік спецыяльнага медычнага ўпраўлення В'етнама. Гэта рэдкае і небяспечнае захворванне, пакуль лекаў няма, падкрэсліў Нгуен Кок Чьеў. Захворванне ў Чай Дай Куанга было выяўлена ў ліпені 2017 года. З тых часоў ён лячыўся у сябе на радзіме, а таксама Японіі. Нагадаю, што ў канцы чэрвеня 2017 года Чан Дай Куанг наведваў Беларусь. «21 верасня ў Сочы сустрэліся прэм'еры Расіі і Беларусі Сергей Румас ды Дмітрый Медведзеў. Беларускі прэм'ер прапанаваў расійскаму зверыць пазіцыі перад сустрэчай Лукашэнкі і Пуціна, якая таксама адбываецца сёння ў Сочы. Як інфармуе прэс-служба нашага Саўміна, Румас і Медведзеў абмяркоўвалі пытанні, пра якія раней размаўлялі па тэлефоне. Румас падкрэсліў, што ўжо распачала працу група высокага ўзроўню, у якой удзельнічае і новы амбасадар Расіі ў Беларусі Михаил Бабич. Сёння пацвердзілася неафіцыйная інфармацыя, што за краты патрапіў дырэктар Белэнергасетка праекта Андрэй Казакевіч. КДБ Беларусі ў пятніцу паведаміў пра ягонае затрыманне на гарачым. Адбылося тое, што Караткевіч прыняў хабар у памеры $20 000 ад Уладзіміра Васільчанкава, намесніка гендырэктара прадпрыемства «Аб'яднанае дыспетчарскае ўпраўленне». Абодва за кратамі ў СІЗА КДБ. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Яшчэ раз прывітанне Сергей Чалы, незалежны аналітык у нас у гасцях. Працягваем эфір, прысвечаны ўзаемаадносінам паміж Беларусю і Расіяй. Найперш нас цікавіў эканамічны аспект, яго мы абмеркавалі ў першай частцы праграмы. А цяпер, я думаю, мы можам прысвяціць некалькі хвілінаў, таму што зараз адбываецца ў Сочы. Там сустракаюцца сёння Александр Лукашенко і Владимир Путин. Там ужо сустрэліся Сергей Румас, свежа прызначаны, уже не свежий, в принципе, месяц тому призначенный премьер-министр Беларуси. Ну, встреча-то первая на уровне премьеров. Так, первая встреча. И вот не сказать, как некий новый твар особо российской политики Дмитрий Медведзеў, але пра сустрэчу прэзідэнтаў яшчэ нічога не вядома. Сергей, чаго вы чакаеце ад гэтай сустрэчы? І зноў жа, я задам такое пытанне агульнае, наколькі паваротнай кропкай яна можа стаць у нашых адносінах, ці ўсё ж такі нейкія сапраўды цякучыя пытанні трэба абмеркаваць, і вось яны сустрэліся ў Сочи. Здесь, я думаю, что важным было эта встреча в контексте предыдущей, очень короткой, месяц назад. Потому что ведь очевидно, что она была по инициативе именно России. Да, мы же помним это приглашение. Второе, это то, что Лукашенко к ней долго готовился. А она прошла очень коротко, и, видимо, просто был там со стороны России предъявлен набор, что ли, своих аргументов. После чего был сделан вывод, что на уровне эмоциональном, на уровне в одних окопах гнили, или мы такие же, мы же тоже русский мир, или не русский мир, или еще что-то. Ну, то есть вот такие вот традиционные аргументы без того, чтобы проработать детали на уровне специалистов, на уровне вице-премьеров, на уровне того же премьера, да, то есть без этого ничего не работает. Вот, соответственно, то, что сейчас происходит, это попытка, как я понимаю, пока еще даже не то чтобы договориться, а просто, что называется, предъявить переговорные позиции. Да? То есть сколько и чего хочет Россия от нас, сколько и чего хотим мы от России. Ну а дальше уже там начнутся какие-то дальше аргументы из серии, кто кому должен больше и почему. До речі, гэта прыкладна супадае з тым, што ўжо вядома наконт сустрэчы Румаса і Медведзева. Кароткі такі бриф для прессы з яе ўжо ёсць. І как там, правильно ли мы понимаем то, что понимают наши вице-премьеры? Да, вот Сергей Румас кажа, што перад сустрэчай двух прэзідэнтаў трэба
зверыць пазіцыі ці правильно мы разумеем тое, што напрацавалі наши віцэ-прэм'еры, да? Яшчэ Рума сказала про то, а вице-премьеры что... причем какие? Там же речь идет о вице-премьерах, которые курируют энергетику, и вице-премьер по макро. Мне вось цікава, это старые вице-премьеры ці новыя вице-премьеры, вось якіх мае на увазе Румас, да? Гэта маецца на увазе перамовы, якія адбываліся вось цягам Нет, они же месяца. Нет. Они Владимир Ильич Семашко нечто напрацавал, да? Нет. Там же, когда была предыдущая встреча с Путиным с Лукашенко, там же и было сказано, что переговоры должны пройти в составе правительства, а не только премьеров, там, где будут профильные министры, то есть там будет министр финансов, там будет министр энергетики. И... Все новые. Да. И будет и вице-премьеры, которые это курируют. То есть там вице-премьер, насколько я понимаю, вчера же было, там у них двухдневные переговоры. 19-20 это были вице-премьеры по сельскому хозяйству, например, Русы общался. Да, то есть, очевидно, там параллельно, скорее всего, были и другие какие-то вещи. То бишь, это все-таки... Это новое назначение. Да, конечно. Ну и причем, очевидно же было, что назначение вот этих фигур, да, это же было, ну, как бы явная вепонизация этих должностей. То есть, конкретно были поставлены люди с навыками и талантами переговорщиков. Ну, як сказать, навыки, таленты, ну, того же Семашки. Нет, понимаешь, тут как раз Семашко здесь я, на самом деле, Лукашенко понимаю, очень хорошо понимаю. Потому что тут логика такая, что переговорщиков надо менять часто, так же часто, как меняют послов. Потому что ты в течение какого-то длительного срока так много и долго общаешься с противной стороной, что у тебя как рано или поздно наступает нечто вроде стокгольмского синдрома, знаешь, когда из серии ты настолько понимаешь их аргументы, вот, их аргументы, понимаешь, да, что понять и простить, да. Они что она кажется, это логично. Да. И ты уже, и тогда в конечном счете ты приезжаешь в Минск, и на тебя смотрят и говорят: подожди, ты вообще на кого работаешь, да? То есть это они мне сами объяснят, как бы в чем их позиция. Ты нашу отстаивай. То есть в этом смысле определенная логика есть. Я думаю, что... Значит, другая цікавая рэпліка Румаса наконт таго, што зараз Медведзеў і беларускі прэм'ер працягнуць абмеркаванне тых пытанняў, якія мы пачалі цягам тэлефонных перамоваў. То бок, ну, праз гэтыя невялічкія фразы мы можам зрабіць выснову, што вось гэты час, які прайшоў з папярэдняй сустрэчы, ён, у прынцыпе, быў актыўна праведзены абедзвюмі ўрадамі ў кулуарах і ў пошуках відавочна нейкіх рашэнняў, да? Не ведаю, хто ўжо тут быў ініцыятарам, беларускі бок ініцыяваў тэлефонныя перамовы ці расійскі, як ён ініцыяваў тую сустрэчу, да, кароткую, про якую мы толькі што паразмаўлялі, да, і якія яны пытанні вырашаюць, але тым не менш гэта адбываецца. Знаешь, я еще одну такую вещь интересную заметил, про которую почему-то никто не говорит. Ведь сама идея прошлогодних договоренностей апрельских, да, которая была в Питере с Лукашенко-Путин, да, значит, вот этот механизм перетаможки, он же, в общем, на самом деле, как сказать, ДСПшный, да, никто же там параметров точных не знает, о чем речь идет до сих пор. И это было, именно Россия настаивала на таком непрозрачном и таком вот, ну, через задницу таком способе там нам, по сути, компенсировать цену на газ, которая на самом деле должна быть дешевле, да, ниже. Вот. То бишь, год назад именно Россия настаивала на непрозрачности аргументов и непрозрачности результатов, да? А сейчас ведь ее позиция поменялась полностью, да? То есть какая артподготовка была, большущее интервью директора департамента Минфина, да, где он рассказывал, там целый абзац, там, да, ну, на Рейтере я имею в виду, был посвящен Беларуси отдельно, да, там прямо заголовок раздела «Белоруссия», да? И так далее. То есть, ну, много очень в прессе и заявлений, да, то есть, а вот как раз-таки наоборот теперь белорусская сторона, когда отправлялась на переговоры, вот именно, например, по энергетической этой части, да, то есть они сказали, что а мы, типа, не будем рассказывать вам, какие у нас аргументы. Мы их, наоборот, сами засекретим. Ну, вот, мне кажется, это не совсем верно, на самом деле. Верно, не совсем верно для кого? Для нас? Ну, смотри, то есть, как бы, если ты считаешь, что, в общем, как бы правда и логика, да, там на твоей стороне, то нет смысла, как бы, прятаться. Можно в Фейсбуку написать все, что ты думаешь, да, далее нехай тебе эти отказывают, ховают голову. Да, то есть, на самом деле, ведь от России же выкручивалась год назад. По сути, речь должна была идти о том, что формула ценообразования на газ должна быть изменена. Но тут возникал хитрый нюанс, поскольку газ является товаром единого экономического пространства,
а не только двухсторонних отношений между Белоруссией, то изменение этой формулы в отношениях России и Беларуси автоматически означало, что все остальные страны могут сказать: подождите. Соответственно, что сделала Россия? А давайте формулу оставим. Ну, потому что она влечет за собой. Но зато мы вам придумаем вот такой вот там, да, таким противоракетным зигзагом эти деньги, значит, вернем. Да? Сейчас Минфин недоволен этим механизмом. Им хотелось бы вместо использования нефти, хотя это сама же Россия начала. Помнишь, когда началась эта газовая война, они начали сокращать поставки нефти. Хотя это совершенно разные вещи. Причем настолько разные, что, напомню еще раз, когда создавалось единое экономическое пространство, еще даже до Союза, газ не был исключен вот именно в энергетической сфере из этих многосторонних соглашений. А нефть была, потому что нефть до этого регулировалась двусторонними отношениями. Ну, тому, что не хотелось России, вельми нафту... Ну, там история была такая. К тому времени просто существовал двусторонний договор, он еще продолжал действовать. И они сказали: ну, давайте как бы, пока он там... Ну, а в итоге выяснилось, что теперь у нас единый энергетический рынок, он относится там на 20, когда там 5-й, потом там еще куда-то дальше, да, там. То есть, ну, это, конечно, понятно, зачем это Россия все делает, но мы-то, на самом деле, ради, в общем-то, этого единого энергетического рынка в этот союз-то и вступали, да, по сути своей. Ну, да, вот. И поэтому, еще раз говорю, если ты считаешь, что правда на твоей стороне, да, то, в принципе, белорусской делегации нужно было, как бы, а почему нет? Взять, например, большущее интервью, дать там какую-нибудь, там, не знаю, по панораме, ну, там, в воскресном, там, или когда у них там это итоговый этот выпуск идет, да, там, пришел бы, например, Румас, да, или там вице-премьер, бывший Белнефтехим, да, и объяснил бы все конкретно, почему мы считаем, что, значит, то, что они от нас хотят, это как бы нечестно, неправда, и, ребята, так, ну, так не бывает. То есть, А аргумент же, на самом деле, очень простой, я уже многократно это объяснял, да, то есть наши отношения с Россией, они постоянно, вот, уже так несколько качаний маятника было. Вот сначала идея геополитических выгод давлеет над экономическими издержками, ну, то бишь, хочется же демонстрировать себя влиятельной региональной державой. Добрые россияне. Ну и плюс... Нет, это не в этом дело. Здесь, на самом деле, я давным-давно изобрел такой термин, это называется анестезия фантомных имперских болей. Значит, то есть им до сих пор хочется верить, что их влияние... Распаўсюджваецца па-за межы России, да, хотя бы на соседние. Да, излучается вне границ. Вот. В итоге выяснилось, что кроме Беларуси, в общем, как бы... Никто этого вплыва не успевает. Да. Беларусь... И то, как-то видишь, как они считают, что там этот мягкая белорусизация и прочие эти, значит, вышиванки, боевики, там, макеи, или какие там еще бредни они там пишут. Вот. То есть... И тогда, в этот момент, когда нужна вот эта вот анестезия, да, это же довольно дорогая штука, они за это готовы платить. Вот. То есть это, ну, это вещь, которая работает на массовое сознание. Потом, через некоторое время, значит, проходит пару лет, и Минфин говорит: подождите, что-то как-то нам дороговато это все, как-то, ну, у нас же тут... У нас свои люди, да, не кормленные, например, да. То есть, ну, как бы, то есть, это вот период, когда то телевизор, да, братская любовь, то холодильник, ну, как в России это любят называть, побеждает, да. И тогда они говорят: а давайте проведем аудит, а что-то мы как-то много вам даем. Она же говорит: подождите, что значит даем? Это союзные отношения. Вы же не даете там из Ямало-Ненецкой там в дотации там, в виде цены на газ, да, там, для какой-нибудь Смоленской области. Нет же, вы же так не считаете в бюджете. Ну, почему вы считаете с Беларусью? Это же не международные отношения. В рамках Союза уже нет международной торговли. Понимаешь? Это единое экономическое пространство. Все. Сапраўды, гэта, мне здаецца, варта было б часцей, як мага часцей праговаривать у публичной сферы нашим чиновникам, а не только нам. Так вот я про что и говорю. Поскольку конечный аргумент на самом деле лежит в до сих пор укоренившемся в общественном сознании россиян, не политиков даже, россиян, почему они до сих пор не могут с Беларусью порвать? Да, вот сказать, что-то как-то нахлебники там, значит, много хотят, там, и дорого нам это все обходится, да, по той простой причине, что это единственный последний союзник. Благодаря вот этим союзническим отношениям Россия до сих пор имеет иллюзию
своей вот этой вот как бы своего влияния. Але давайте паглядзім, што Мядзведзеў у сваю чаргу, да, адказаў Румусу на вось гэтыя захады нашы, да. Ён сказаў, што трэба абмеркаваць як цякучыя праекты, так і развіццё адносінаў паміж Расіяй і Беларусю. Ці няма тут нейкай пагрозы такой, ну вот такой завуаляванай, да? Подожди, там не тавтология получается, как текущее, так и развитие отношений. Ну, в смысле, как так и будущее. Да. То бок мы-то, конечно, зараз вот это пытанне абмяркуем, але мы-то абмяркуем з вами і вот увогуле, что як у нас будзе, да, надалей, а быть там может по-розному. Я бы на самом деле так сильно этому не интерпретировал это все, да. То бок это некая дежурная фраза. Нет, не то, что не то, чтобы нет. На самом деле это как раз-таки вопрос, ну, опять же, я же говорю, что где у нас возникает будущее. То есть на самом-то деле как бы фреймворк отношений давно задан. Это таможенный союз, это единое экономическое пространство, это союзное государство, это Евразийский экономический союз. А будущее, там же прописаны несколько еще будущих дедлайнов, да, там единый рынок электроэнергии, унификация финансовых рынков и единый рынок нефти и газа. Да? То есть вот они будущее. Ну и, соответственно, параметры нефтяного маневра, да, налогового, замена экспортных пошлин повышением налога на добычу полезных ископаемых, он же тоже, в общем, как бы трехлетний, и там же все хитро сделано, да, то бишь там же получается, что он завершается 24 годом, а в 25-м, по-моему, или когда? В 24-м, подожди, когда выборы следующие путинские? Вот, по-моему, то ли 24-й, то ли 25-й год как раз. А у нас выборы тоже в 25-м, понимаешь? Ну, то есть, по-моему, у них все-таки 24-й. Там у них же 7-летний сейчас срок. 24-й, да? Да. 17-й, 24-й, да. Але адразу ж пишут, что Путину будет 72 года в 24-м году. Ну, слушай, а Лукашенко сколько будет в 25-м? А Медведеву цікаво, кольки будет. Тоже около 70. Ну, ясно. Лукашенко так само, да. Ну, так что... Нет, ладно, выборы тем не меньше, так слушай, ну у нас же программа активного долголетия уже разработана в Беларуси. Так что недавно об этом писали. Так, думаю, что на гэтым нам можна спыніцца. Пакуль што будзем чакаць канкрэтыку з Сочы. Я думаю, што сёння бліжэй да вечара, ці прынамсі заўтра раніцай мы будем нечто ведать. Ну, я не думаю, что там будут какие-то конкретные результаты. Скорее это встреча из серии там какие ваши доказательства, да, вот как в фильме «Красная жара», да, какие... Зачем вы к нам придираетесь, мы же такие простые люди, отвечает Беларусь. Ну, тым не менш, сябры, адносіны Беларусі і Расіі гэта топавая тэма, в прынцыпе, цягам лета, цягам вось восені, якая пачалася, і хутчэй за Я бы, знаешь, еще одну очень важную вещь какую сказал, да, то есть я к тому, что вопрос же не в том, что Россия там может воспользоваться там нашими там трудностями, связанными с... То есть я просто к тому, что трудности-то наши, они же, в общем, самодельные. Так наши трудности это их трудности. Нет, я имею в виду экономические наши белорусские. Да, то есть, грубо говоря, не понятие датования предприятия. Да, то есть, если бы мы сами не выглядели так хрупко, то тогда их действия не выглядели бы такой серьезной угрозой для нас. Вот в чем как бы проблема-то. Так что, ребята, ну, как бы из серии там, если тебя кто-то бьет, ну, иди и тренируйся. Ну, как бы, да, накачивай там. На этой оптимистической ноте. Але ноте того, что трэба працаваць над собой, мы сённяшні эфир скончылі. Сергей Чалы, незалежны аналітык, быў у студыі Еўрарадыо. Спасибо за приглашение. До побачення, Сергей. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне, Яна Самайлович адказная за трансляцыю ў сацыяльных сетках. До побачення, пачуемся на Еўрарадыо.